Я не могу. Нет, пусть наш гость скажет. Да, пусть Я очень рада, что такого уважаемого человека посетил сегодня в наш двор. Никогда не забудем его многократное, что сделано для нас. А для меня это мой дядя Руслан, как человек из моего очень счастливого детства. Да, вот, ну, это вот Уже лет 30, да, дядя? Да, это точно, конечно. Ну, дядя, что вы пожелаете вашему племяннику, женившемуся? Пожелание впереди, сейчас мне пожелание, очередное пожелание себе только могу. Выжить. Если раньше меня выводили с голодовки... Здравствуйте. Поздравляю. Как здоровье? Конечно, я как он, не знаю, куда посадить, как к нему относиться, но после него вы всегда перед глазами были. Вот самые серьезные моменты. Ой, ты мой дорогой. Вот отец этой девочки, которая родилась у нас в Чижуапсе, и которая нажала на газ, на кнопочку. И когда ей было 18, они мне зарезали бычка в Сухум. А я в Сухуме был, это до 2008 года, 2007 или в начале 2008. И мы в их дворе на маяке в Сухум, в честь меня, они устроили такой многолюдный, не знаю как сказать, потому что их дочь родилась в Сизуапе, это в Лазаревске. Они не могли довериться в те времена. Это какой год был? Как раз после ее рождения началась война. Война. Это 92-й, да? Она родилась в 89-й год в конце. В 89 году они обратились, что не доверяют. Грузины были в основном врачи. Деньги брали и могли умертвить в утробе, как бы это ни звучало. Такова была действительность того периода. И я сказал, о чем разговор, я хоть и занятой был, тогда Шапсурский национальный район, я их привез, познакомил доктору, которому доверяю, поручил, они в квартире у него остановились, а я вылетел в Москву, вернулся, опекал как мог, и по происшествии, 18 лет, это состоявшаяся девочка, в честь меня вот эта семья, сухумчане, они мне сделали вот такой хлебцом незабываемый. Мадина назвали девочку в честь того врача, которому я доверил. Как эти вещи вычеркнуть? Как наше братство, вот это книжное, не нарисованное, жизненное. Все верно, все верно. Мои дорогие.